Добрый вечер, уважаемые телезрители. Я Влад Давыдов и корреспонденты Якутии-24 покажем и расскажем о главных событиях уходящего дня. Смотрите сегодня. 180 тысяч квадратов за 5 лет в Алданском районе идет стройка жилых помещений по федеральной программе переселения. 2 дома уже готовы к приемке. Клевая рыбалка в горящем лесу. Якутский блогер Вячеслав Бродников на своем канале снял выпуск о лесных пожарах, о чем рассказал автор в своем видео. Выборы 2019. До единого дня голосования в республике остался месяц. Где и кого будут выбирать в районах Якутии? Подробный обзор нашего корреспондента. Сохранение культуры и традиций. Завершается межрегиональный молодежный эвенкийский фестиваль «Аюкта». Длилась программа в течение 5 дней с участием 300 человек. Знамя Победы. В Якутии стартовала акция. Эстафету принял Нерюнгринский район. Двое погибли, 15 человек пострадали при взрыве в воинской части под Архангельском. ЧП произошло в 30 километрах от Северодвинска. Обстоятельства выясняются. В пресс-службе губернатора региона Игоря Орлова РИА Новости сообщили, что он распорядился подготовить санавиацию. Больницы Архангельской области готовы к возможному приему пострадавших при инциденте, добавил собеседник агентства. В чем именно заключается этот инцидент, пока не уточняется. На территории республики действуют 163 лесных пожара на площади 884 тысячи гектаров. Особый противопожарный режим введен на территории 13 районов. Согласно прогнозу якутских синоптиков, сегодня и завтра в Ленском, Алекминском, Алданском районах ожидается установление чрезвычайно высокого 5-го класса пожароопасности леса. Ну а в Жиганском и на юге Тамбонского районов сохраняется высокий 4-й класс. Тем временем Кабинет министров страны обсудит выделение дополнительных денег на тушение лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. Средства будут предназначены Рослесхозу, Минобороны и МЧС. Ранее на совещании в Красноярске премьер-министр Медведев заявил, что правительство выделит из своего резервного фонда дополнительные средства на усиление группировки по борьбе с лесными пожарами в Сибири. Кабмин уже направил дополнительно 700 миллионов рублей на тушение природных пожаров в Иркутской области. Также планирует выделить свыше 390 миллионов рублей на аналогичные меры в Якутии. Это стало возможным после того, как глава республики Айсен Николаев обосновал необходимость такой поддержки. Теме лесных пожаров посвятил свой очередной выпуск популярный якутский блогер Вячеслав Бродников, о чем рассказал автор в своем видео. Сюжет с Аргаланы Захаровой. У ребят уже резиновые сапоги начали плавиться. Мы идем прямо через пожарище. На первый взгляд кажется, что это кадры с боевых действий. Земля горит под ногами, небо закрыто пеленой дыма. Однако на видео лесные пожары. Автор канала «Клевая рыбалка» Вячеслав Бродников пробирается через горящий лес к озеру. Именно там со своей командой он начнет борьбу со стихией. Здесь буквально я прошел 100 метров. И потом будем вдоль дороги до речки Таун отжигаться. Ну что, пожелайте нам удачи. Огнеборцы планируют запустить встречный огонь. Таким образом они смогут взять под контроль пожар. Когда два фронта горения встретятся в одной точке, то и гореть дальше будет нечему. А у кромки искусственного пожара все время будут начеку Вячеслав и его группа. Притушивается кромка. Сначала, когда поджигаешь, нужно стоять в сторонке. Ребята вот стоят в сторонке из-за этого. Видите, ветер сильный, еще и крутит его местами. Поэтому ждем, пока жар отойдет. И начинается тушение огня. В руках у нашего героя опрыскиватель, за спиной пластиковый рюкзак с 20 литрами воды. Ноша не из легких. Да еще и приходится время от времени пополнять запасы воды бегом к озеру. И так целый день. Ноги чуть не горели, но теперь они отдыхают, тушатся. Ноги горят неспроста, ведь приходится в прямом смысле ходить по углям. Я его просто вдавливаю туда. Они сбивают пламя. Главный враг в их работе, по словам автора видео, теперь уже не огонь. Ветер может усложнить ситуацию в любой момент, если поменяет направление. Опасения опытных лесников оправдались. Мы подошли к углу, откуда мы планировали отжигаться, то
ветер начал крутить, резко менять направление туда-сюда, туда-сюда, так вот. Из-за этого мы отказались от плана отжига с той стороны, решили идти так вдоль. На этот раз все обошлось. В результате, как и предполагали, огонь пошел к реке, а значит, уже совсем скоро еще одной красной точкой на карте станет меньше. Ну вот так вот примерно тушатся лесные пожары. Теперь вы будете знать, прежде чем играть со спичками в лесу. Светлана Захарова, Вячеслав Бродников, Жиганский район. Сегодня с 5 до 8:30 утра в Верхоянском районе не было видно солнца. В администрации района предположили, что солнце пропало из-за дыма от лесных пожаров. Однако в Центре погоды ФОБОС объяснили, что ситуация не могла быть связана только с этим. По мнению специалистов, причиной стали именно совпадение двух факторов – задымленности и атмосферный фронт с мощными кучевыми облаками. В ЕДДС района подтвердили информацию о задымлении в населенных пунктах. Зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций оксида углерода на 2,2 мг на кубический метр. На мой взгляд, складывалось следующим образом. То есть это совокупность факторов. Ну, во-первых, да, это надоевшие всем уже эти лесные пожары, высокая концентрация продуктов горения. И второй фактор наложился – это прохождение атмосферного фронта с мощными кучево-дождевыми облаками. И вот содержание вот этих продуктов горения, то есть вот этих гидрометеоров, это явилось своеобразной провокацией на то, что только усиливать процессы облакообразования и осадков. То есть, ну, это, если можно так сравнить, знаете, вот как происходит искусственное вызывание дождя или, допустим, рассеивание облачности или наоборот, провокация на выпадение осадков. И вот здесь как раз наличие вот двух факторов, все это, конечно, вызывало такой очень темный фон небосвода. К другим новостям. Движение на участке дороги Колыма в Магаданской области восстановлено. Управдор Вилюй сообщает, что сегодня с 2:40 по местному времени на участке капремонта моста через реку Нехай на 1562 километре открыто движение для всех видов транспорта. В настоящее время по восстановленному объездному пути дорожниками производятся работы по обеспечению безопасности движения, установка барьерного ограждения, направляющих устройств и дорожных знаков. Проводится также круглосуточный мониторинг ситуации. До завершения работ по обустройству движение организовано с помощью регулировщиков. В 4 пригородах Якутска благоустроили дома ветеранам войны, тыла и инвалидам 1 и 2 группы. Улучшили условия таким образом 20 семей, которые живут в Хатасах, Тулагина, Магане и Табаге. Установили септики, душ и ванну. Все это бесплатно. Им оказали единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей. Для этого из городского бюджета выделили более 3 миллионов рублей по программе благоустройства домов ветеранов и инвалидов. До этого в рамках социальной поддержки муниципальной программы предусматривалось, например, в 2018 году было предусмотрено 3 миллиона рублей, но материальная адресная помощь оказывалась в размере 50 тысяч рублей. Это на капитальный ремонт внутри помещений. Таким образом, в прошлом году было охвачено 60 человек. В этом году, так как это полное благоустройство и по смете расходов необходимо было по 150 тысяч, мы охватили 23 наших пожилых людей старше 70 лет. 180 тысяч квадратных метров жилых помещений предстоит построить в Алданском районе за 5 лет. Все это по федеральной программе переселения из аварийного жилья. 2 дома уже готовы к приемке. Подробнее Руслан Павлов.
Алданский район стоит в числе лидеров по количеству аварийного жилья в республике. Основные объемы 160 тысяч квадратных метров жилья предстоит построить в Алдане и Тамоте. Пятилетняя федеральная программа по переселению из аварийного жилья стартовала с начала этого года, а в Тамоте уже готовы к комиссионной приемке 2 многоквартирника. Да, действительно, в 2015 году мы зашли на эту программу, были как на субподряде у организации, построили в городе Тамоте 3 дома, Кирова 6, 10 и 12. На сегодняшний момент они удачно эксплуатируются. В этом году, получается, мы сдаем 2 дома, где сами за свои средства строили, это Кирова 16-17. Фактически они уже возведены, сейчас должны сдаваться в департамент по строительству. В борьбу за подряды на строительство домов по программе переселения вступили разные организации. Однако лакомый кусок не просто дается. В приоритет ставятся те организации, которые имеют собственные оборотные средства и готовы в максимально короткие сроки, не дожидаясь федеральных денег, приступить к разработке проектов. По тем данным, которые у нас сегодня есть, сейчас уже закладывается жилье под программы, которые будут реализовываться в 2021 году. Это значит, что и программа 2019-2020 года будут полностью исполнены, и 2021 года. Ну а уже в следующем году, я надеюсь, что будут такими же опережающими темпами строиться жилье и 2022, 2023, 2024 годов. Бюрократические барьеры и проволочки в части выделения участков под строительство, разработки и утверждения проектов, аукционов, подрядов были и остаются. Строительным компаниям зачастую приходится идти на риск и начинать подготовительные работы до объявления результатов торгов и аукционов. В условиях Крайнего Севера, где дорог каждый теплый день, тянуть резину – непозволительная роскошь. Также будем заходить, наверное, на субподряд. Будем пытаться здесь по Алдану, по Тамоту строить, может быть, даже и Куранах. Есть планы, конечно, в связи с тем, что у нас есть сельское хозяйство в Якаките поучаствовать в этой программе. Средства оборотные имеются. В принципе, готовы вести стройку. В районе 2 строительные организации, которые возводили дома по прошлой программе и участвуют в нынешней. Они доказали свою дееспособность, профессионализм и подтвердили репутацию. Да и со своими проще. Потом спросить есть с кого. Руслан Павлов, Александр Лукин, Алдан. 20 секунд паузы. Вернемся. Смотрите во второй части программы. Выборы 2019 до единого дня голосования в Якутии остался месяц. Где и кого будут выбирать в районах Якутии. Подробный обзор с Аргаланы Захаровой. Сохранение культуры и традиций завершается межрегиональный молодежный авенкийский фестиваль «Аюкта». Длилась программа в течение 5 дней, участвовали 300 человек. Знамя Победы в Якутии стартовала акция, эстафету принял Нерынгринский район. Якутия-24 в прямом эфире, программа «Итоги дня». Продолжаем выпуск. До единого дня голосования в Якутии остался месяц. Где и кого будут выбирать в районах Якутии? Подробный обзор с Аргаланы Захаровой. 117 551 – это первая цифра, на которую стоит обратить внимание. Ровно стольким избирателям предстоит сделать свой выбор 8 сентября этого года в Якутии. До единого дня голосования остался всего месяц. Центр избирком уже прекратил регистрацию кандидатов. Их окончательное количество и имена зарегистрированных претендентов на должности станут известны уже в начале следующей недели. Всего в этот день пройдут 57 муниципальных избирательных кампаний. В общей сложности выберут 123 депутата и 22 глав муниципальных образований. Всего основные, досрочные, повторные и дополнительные выборы назначены в 24 районах и городском округе Жатай. Так, районных глав будут выбирать в 3 улусах – Аллаиховском, Нижнеколымском и Алекминском. Кроме того, выбор главы пройдут и в городском округе Жатай. Там же избирателям предстоит поставить галочку в строке перед именем кандидата в депутаты представительных органов. Народных избранников определят и в Аллаиховском и Алекминском районах. Кроме того, назначены выборы глав в 18 сельских и городских поселениях, в том числе руководителей 2 районных центров – Сунтари и Среднеколымске. Стоит отметить, что в этом году сразу в 6 поселениях избирать глав будут досрочно. Возвращаясь к народным избранникам, стоит заметить, что пройдут в этом году не только очередные кампании, но и дополнительные. Так, после 8 сентября обновятся списки депутатов в наследном совете в Синске Хангаласского улуса. Там пройдут очередные выборы. А вот еще в 29 поселениях республики списки депутатов не обновят, а дополнят. Также повторные выборы пройдут в депутатский корпус Нерынгринского
Усть-Илимского района и поселка Серебряный Бор. Здесь должны избрать по одному представителю из народа. Этап принятия решений муниципальными представительными органами муниципальных образований о назначении выборов завершился 19 июня. Все решения, положенные законом срок, были опубликованы. Что же касается самих избирателей, в этом году, как я говорила ранее, могут воспользоваться своим гражданским правом 117 551 человек. К слову, это больше четверти всех избирателей республики. Если говорить о кандидатах, то пока окончательных списков всех зарегистрировавшихся еще нет. Несмотря на то, что регистрация закончилась еще в среду вечером. Именно и количество официальных кандидатов на должности мы узнаем только в начале следующей недели. А пока, по предварительной информации, для участия в выборах на должность глав муниципальных районов успешно прошли процедуру регистрации 16 представителей 5 политических партий. Кроме того, в списках кандидатов 12 самовыдвиженцев. На выборах глав муниципальных образований и поселений также участвуют 5 партий с 56 представителями. В выборах в депутатский корпус районов цифры внушительнее. В общей сложности на основные дополнительные и повторные выборы выдвинулись кандидатуры 267 человек, и только 136 было зарегистрировано. При том, что количество кандидатов мандатов составляло 61 место. В среднем по 4 кандидатов на мандат. В представительные органы поселения выдвинулось 167 кандидатов, но попадут в бюллетени только из них 94 имени. Нельзя исключать вероятности, что эти цифры могут еще не раз поменяться. Информационный центр МВД и избирательные комиссии ведут проверку кандидатов на наличие судимости. Если претендент на ту или иную должность утаил подобную информацию, то вполне вероятно, он лишится возможности принимать участие в выборах. Росрыболовство планирует ввести патенты на вылов рыбы для малого бизнеса. Для рыбаков, занимающихся коммерческим выловом, планируется установить суточные нормы и квоты. Это позволит отделить коммерческие организации от рыбаков-любителей и позволит снизить нагрузку на водные ресурсы. Объем вылова рыбы рыбаками-любителями в Астраханской области, под определение которых подпадают и субъекты малого бизнеса, сравнимы с промышленным. Пока дата введения патентов неизвестна, вопрос находится на стадии обсуждений. Местные огурцы, помидоры и привезенные с юга арбузы – это самые востребованные овощи и фрукты в сфере уличной торговли в Ленске. Что нужно, чтобы выставить свой товар вдоль дорог города, и соответствует ли такая торговля всем правилам и санитарным требованиям? Сюжет Анны Кожевниковой. Сезон крупноплодной южной ягоды и свежих местных огурцов в Ленске открыт уже как с месяц. По 500-700 килограммов арбузов и почти по мешку свежей картошки. Примерно такой продуктооборот у уличных торговцев в день. Именно в это время вдоль улиц города появляются выездные палатки с фруктами и самодельные прилавки с овощами. Если первые размещают свой товар после получения разрешения от городской администрации и выполнения ряда требований. Предоставляется каждый год место администрации города Ленска, аренда земли на 3 месяца. То у вторых все намного проще. Как бы технический прогресс не охватывал все сферы нашей жизнедеятельности, на крестьянском рынке все как 10, 50, 100, да и 300 лет назад. Фермеры выращивают свою продукцию и сбывают ее доступными методами, а их, собственно, немного. Это уже конец рабочего дня, тут и продукции уже мало. Мы выращиваем, такие пенсионеры, как я, продаем. Конечно, солнце печет, нам нельзя на солнце сидеть. Мы просто излишки продаем. И люди говорят спасибо. Об обустройстве торговых мест владельцы подсобных хозяйств только мечтают. Хотя на центральном рынке выделены площади для фермерской продукции. Но проходимость там намного меньше, чем на улицах города, и условия недостаточно комфортные. Желательно было, чтобы построили хороший рынок, хорошие там скамейки, чтобы были столы хорошие, чтобы была крыша над головой, чтобы ветер и там, естественно, дождь там не капал людям на головы. Так что с деревень тоже приезжают и тоже хотели бы они, наверное, торговать. В больших городах местные огородники тоже выставляют свои овощи вдоль тротуаров, но, как правило, возле продуктовых рынков. У нас же мест продажи всего 2, но продукция пользуется популярностью. А вот соответствует ли она требованиям санитарных норм, приходится задуматься. Административная комиссия работает в направлении по нарушению правил торговли, в частности, по статье 6.9 Кодекса Республики Саха-Якутия об административных нарушениях, где там запрещено торговля
любыми, в общем-то, с рук, там, с лотков, с машин и так далее, в неустановленных местах. Как мы здесь видим, у нас в городе Ленске имеется несколько точек торговли, в частности, значит, арбузами, да, дынями, вот такими фруктами. Вот. Эти места определены непосредственно нормативным документом городской администрации. Овощи и фрукты в особых условиях хранения не нуждаются. А вот длительное нахождение ягоды на солнце и молочной продукции может привести к их непригодности. Покупать или нет несертифицированный товар решать лично каждому. Но большинство горожан к местной продукции оказывают больше доверия, чем к привезенной в магазины, документально соответствующей всем требованиям. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Министерство просвещения подготовило проект закона о снижении нагрузки на педагогов по составлению отчетности. В настоящее время преподавателям приходится отвечать на множество запросов, в том числе о количестве деревьев, высаженных в школьном дворе. Выявлены 4 основных документа для разработки и ведения учителями. Это рабочая программа по предмету, календарно-тематическое планирование, электронный журнал и дневник. Впервые в Якутске организовали детский лагерь под руководством WorldSkills Russia. Сезон начался 2 августа и продлится 10 дней. 30 детей разного возраста будут обучаться поварскому делу, парикмахерскому искусству, 3D-дизайну и другим полезным навыкам. Дети живут в 2 комфортабельных корпусах, также предусмотрено 5-разовое питание и ежедневное занятие спортом. Лагерь курирует Министерство образования региона. Учреждения призваны помочь в выборе профессии, а приобретенные навыки будут сопровождать в дальнейшей жизни и как минимум станут хобби, которое сможет приносить заработок. И судя по этим 6 дням, можно уже делать вывод, что вообще изначально концепция была очень удачная. И то, что дети научились за эти 6 дней готовить суши-роллы, мясо по-французски, делать 3D-прототип, графический дизайн. Потом даже они делали филигранную подвеску из латуни под руководством опытного ювелира-монтировщика. Вечерами идут такие курсы, как по развитию гибких навыков и дебаты. То есть ребенок не только должен уметь делать руками, он должен еще и самопрезентовываться, уметь рассказывать, выступать аргументированно и отстаивать свою точку зрения. И все эти навыки мы даем в рамках этого лагеря. В Якутии запустили акцию «Знамя Победы». Эстафету принял Нерюнгринский район. Слово Анастасии Литвиненко. 10 мая в Якутске стартовала республиканская акция «Знамя Победы», призванная напомнить жителям о героическом подвиге солдат. 30 июля знамя было передано Нерюнгринскому району. Здесь прошли торжественные митинги и встречи с ветеранами во всех населенных пунктах района. О символе, о героизме и победе, конечно, и сегодня было сказано много слов. И в рамках подготовки к юбилею будет сказано еще больше. Основная цель этой торжественного митинга – это привлечение внимания общественности, вовлечение молодежи, увековечение памяти, героизма и подвигов наших предков. На обелиске славы состоялся торжественный митинг, посвященный встрече знамени в городе Нерюнгри, в котором приняли участие ветераны, ребята из творческих коллективов города и юноармейцы. Митинг прошел, я считаю, на хорошем уровне. Ребята с четкостью, с отдачей, с пониманием отнеслись к данному мероприятию. Поэтому огромное спасибо всем, кто принял в этом участие. Помимо этого, в городе начались реконструкции мемориалов. Работа над одним из главных памятников Великой Отечественной войны – стеллой, расположенной в городском парке культуры и отдыха имени Черяева, уже активно ведется. Ее планируют завершить к маю следующего года, к годовщине Великой Победы. Анастасия Литвиненко, Захар Головин, Сергей Козюра, Нерюнгри. Завершается работа межрегионального молодежного венкийского фестиваля «Аюкта». Длилась программа в течение 5 дней с участием 300 человек. Одним из мероприятий был мастер-класс по народному промыслу. Сюжет Ольги Башук. Под авторские стихи и песни носителя эвенкийского языка проходил мастер-класс по шитью бисером. По словам народного мастера, много лет назад эвенки использовали старинный китайский бисер для создания украшений. А еще раньше их создавали из мамонтовой кости. Теперь же украшения из бисера стали традиционными элементами одежды у эвенков. Примечательно, что каждое украшение носит глубокий смысл. Например, солярный знак, он означает знак солнца. И им украшают сейчас костюмы, в основном детские. Кроме этого, мастерицы работали и над созданием кулона с изображением тотемной птицы эвенков – гагары. Птица эвенков, которая по мифам создала землю, когда был Великий потоп. Она нырнула в глубины
потопа этого. И в клюве она вынесла ил, и из этого ила создала землю, где мы живем. Вот такая у нас Гагара. Светлана Николаева приехала из Иркутской области. Она впервые приняла участие в подобном мастер-классе. Очень нравится, организация очень хорошая, участников очень много, в основном из Якутии. Именно в Якутии по статистике и проживает большая часть эвенков, а подобные мероприятия собирают представителей коренных народов со всей страны. И именно на таких площадках люди обмениваются опытом и говорят об общих проблемах. В нашем селе, конечно, мало носителей, считают, счетом считаешь уже, да, на счете. А так слушают они, это очень обидно. Конечно, это язык теряется, это больно. Фестиваль, в котором приняли участие около 300 человек, уже подходит к концу. Завтра, в Международный день коренных народов мира, в столице региона пройдут праздничные мероприятия. Ольга Башук, Джулус Иннокентьев, Якутск. Таковы итоги дня сегодня. Оставайтесь на нашем канале, всегда будьте в курсе.